моя игра, она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра, правила одни и цель одна. German fight. German fight. Rising steady. Rising steady. Значит, сегодня прошел турнир на призы ГБО РСЯ ШВСМ, школа высшего спортивного мастерства по стрельбе из лука. Это уже второй турнир. Первый прошел у нас в прошлом году. И в этом году мы провели турнир в 5 группах. Это в 2 луках классические луки и блочный лук. Значит, в классическом луке у нас участвовало 3 группы. Это женщины, мужчины и лица с повреждением опорно-двигательного аппарата. И среди блочников было 2 группы – мужчины и женщины. Победители определились, и победители будут потенциальными членами сборной Республики Саха-Якутия на выезде в Кубок России по стрельбе из лука, который пройдет в октябре в городе Таганроге. А чем отличается классический лук от блочного? Ну, вы, наверное, уже заметили, что классический лук у нас более тяжелый в натяжении, а блочный лук это более считается современный лук. У него он как бы сам по себе и короткий, да, по размеру, и у него на плечах уже находятся такие блоки, которые амортизируют при натяжении, и намного легче уже получается целиться спортсмену. Поздравляю, Кристина, с очередной победой. Спасибо. А как сегодняшний турнир прошел? Ну, для меня хорошо, можно сказать, особенно перед таким стартом, потому что, ну, можно было бы еще на улице пострелять, но как бы решили то, что тут будет. Ну, для меня это нормально, но стала первой, это как бы еще плюс одна медаль в моей копилке, и все хорошо прошло. Хотелось бы узнать твой девиз. Девиз – никогда не сдаваться и стремиться к тому, что ты мечтаешь.
турнир прошел в очень напряженной обстановке. Как вы могли, наверное, сами заметить, полная тишина, вздохи, ахи, все как полагается. Единственное, только мы не вздыхали, не ахали, как теннисисты. А так, очень серьезно. Очень хорошая организация турнира, поэтому и серьезность такая у игроков, у болельщиков, и степень ответственности выросла, потому что такие турниры не каждый день проходят. Солидный призовой фонд. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Как вам сегодняшний турнир? Ну, в принципе, мне очень понравилось. Как бы организация была очень на хорошем уровне. Ну, в принципе, как бы и коллектив, ну, как бы и игроки, и соперники, все как бы, и судьи хорошие, ну, как бы все хорошо, понравилось. Жалко, что ну, как бы проиграл, а так все, в принципе, хорошо. Ну, и я думаю, что этот турнир, который инициирован Федерацией бильярдного спорта города Якутска, ну, является одним из таких знаковых турниров, потому что при поддержке администрации города лично Айсен Сергеевича проведен данный турнир. Причем был представитель Иркутской области, тем самым турнир приобретает межрегиональный характер. Ну, во-первых, этот турнир действительно был проведен по инициативе общественности бильярда с тем, чтобы заметный след оставить в честь 380-летия города Якутска. Потому что среди любителей бильярда не только участников, спортсменов, но и инициаторов, очень много бильярдистов, которые играли и сейчас продолжают играть и играют очень хорошо. В том числе это и руководители, которые проявили инициативу, и благодаря им, значит, мы провели вот такой замечательный, великолепный турнир при участии многих классных игроков. Your description, I've been starting to bed. Through the going, I'm forgetting all that I have known. I won't be standing up for long, I better learn how to grow. Not like I need to depend upon anyone, since I can see the lack of need for me to be here at all. One more anthem for the know-it-all. I won't be standing up for long, I better learn how to grow. Learn how to grow. Здравствуйте. Здравствуйте. Как прошли гонки сегодня? Ну, очень даже всем понравилось, не только зрителям и спортсменам, но и даже самим студиям. Поэтому самое главное без травм. Борьба была очень горячая. Видели, много переворотов было, столкновений. Ну, то есть, как положено, настоящие гонки без правил прошли. Сколько было участников заявлено на это соревнование? Ну, сначала заявилось 25 человек, но по техническим причинам на старт первый заезд 21 вышло, и потом чуть поменьше, 18-15 выходило, дальний заезд. А есть ли вообще какие-то правила в гонках без правил, нарушения там? Да, ну самое основное нарушение — это прежде всего безопасность, категорически запрещены. И даже я сегодня снял одного гонщика с участия в соревновании за удар в дверь водителя. В любом положении, стоячая машина, на ходу, неважно как, но
категорически запрещено ударять в двери водителя. А сколько планируете в следующем году проводить таких гонок? Ну, мы как бы каждый сезон проводили по 2 раза. Это в мае традиционно и обычно на День города проводили. Но в этом году решили чуть попозже, потому что не все спортсмены были готовы. По их же просьбе мы чуть-чуть перенесли график на вот сегодняшний день. 20 октября приглашаем любителей спорта и красоты на первый республиканский фитнес-фестиваль, посвященный 30-летию высшего физкультурного образования в Республике Саха-Якутия. Место проведения – улица Кулаковского, 48, Большой зал КФЕН. Открытие фестиваля в 10:00. Справки по телефону 8 914 229 59 12. Спорт – стиль жизни, здоровье – наш выбор. В повседневной жизни, на тренировках и на состязаниях я всегда в одежде от магазина Forward. Forward – одежда для чемпионов.